Подожди, да я проверю, мы уже в топе на Кинопоиске. Всем мир, это Евгений Коваленко, и вы на канале Одно кино. А в этом ролике С 19 мая стартовал показ сериала «Клиника счастья». В главной роли снимается Дарья Мороз. О, она тоже дева, как и я. о чем это? Алена Липницкая во главе команды врачей помогает пациентам наладить личную жизнь с помощью авторской методики и демонстрирует своим примером эффективность выбранного образа жизни. Алене исполняется 50 лет, но окружающие не дают ей больше 35. В ее клинику обращаются люди, чьи проблемы со здоровьем и в отношениях с любимыми уходят корнями в сексуальную дисгармонию. Однако и в жизни счастливого и успешного доктора наук появляются проблемы. Пазл счастливой жизни рушится в одно мгновение. Алене предстоит бороться за клинику, разобраться со своей личной жизнью и найти новую формулу счастья. Отзыв на сериал. Наверное, следует предупредить, что в этом отзыве я не буду стесняться в выражениях и будет местами проскакивать мат, хотя трахать и кончать это вроде не маты, так как сериал для лиц старше 18 лет, поэтому придется применять подобные слова, да? В принципе, сериал так и начинается, как начался этот обзор, то есть страха в душе. Это знаете, как раньше нужно было, чтобы зацепить зрителя к просмотру, нужно было заинтересовать его в течение 10 секунд, потом это стало уже 5 секунд, и сейчас, по всей видимости, либо ты цепляешь зрителя на первой секунде, либо ты теряешь его навсегда. Тема секса, обнаженных тел, всякие стоны очень привлекают наше внимание. Этим решили воспользоваться создатели сериала, чтобы как можно больше зрителей прильнули к экранам, охватить побольше аудиторию. Честно говоря, даже не знаю, с чего начать. Давайте начнем с самого хорошего. Это то, что сериал ссылается на такие культовые картины, как «Бойцовский клуб». Из-за чего они подрались? Не знаю, не молчать. Первое правило бойцовского клуба – не говорить о бойцовском клубе. И «Матрицу». Два, извините, здоровенных лба месят друг друга в туалете. Все в кровище. Бачок сорван. Вообще, после просмотра первой серии есть пару вопросов к сценарию и сценаристам. У нас же пандемия всего на свете, продолжительность жизни ниже, чем в Гондурасе. А чем вам не угодил Гондурас, я не понимаю, названием, или это должно возыметь комический эффект? Это Центральная Америка, там круглый год плюс 25, море, солнце, свежий воздух. Понятное дело, что там продолжительность жизни больше. Если и возникают стрессовые ситуации, то окружающая среда помогает с ними справиться. Привет! Привет, Венесуэла. Да, у вас, конечно, здесь полный трэш, покруче, чем у нас в Колумбии-то. Что у вас за неприязнь-то к Латинской Америке? Значит, отшила на иврите. Цхок. Опять евреи виноваты. А вот развести на бабло, а потом ручками развести можно. Не, ну тут мне просто остается развести руками. Стоит ли смотреть? Меня сериал к дальнейшему просмотру не подстегнул. Из положительного могу сказать, что да, здесь есть приятные персонажи в лице главной героини и ее мужа. Александр Ткаченко, походу, уже по всей видимости застрял в роли врача и даже харизматичный, как тот, который разводит руками. Но и в то же время есть актеры и ситуации, которые смазывают впечатление и портят просмотр какой-то, не знаю, наигранностью, отсутствием каких-то актерских навыков и какими-то сюсюканьями. Это мое субъективное мнение, я тут не киноакадемик, да, Оскар не буду вручать за актерскую игру. И да, в самой первой серии раскрывается истинная суть человеческих страданий, которая говорилась в описании по поводу в чем формула счастья, сексуальная дисгармония, да, которая толстой нитью вплетена в повествование и недовольствие. В чем она, собственно, заключается? Это в отсутствии сексуального вожделения противоположным полом, ну или вашим полом, как вам угодно. И отсутствии сексуальной жизни. Кому-то может показаться, что это что-то там примитивное и не главное, но понимаете, в чем дело? Наш организм, он заточен под размножением. Ну, мы, конечно, прибегаем к разного рода ухищрениям по типу его имитации посредством мастурбации, да, так скажем, маленький лайфхак, обмануть свой организм, но в биологическом смысле наш смысл жизни, А вот развести на бабло, а потом ручками развести можно. заключается в продолжении рода, наследить своим геномом и умереть.
счастливым от оргазма. И со слоганом сериала я соглашусь, да, этим надо заниматься. Поэтому даже если у вас на данный момент нет сексуального партнера, то старайтесь иногда дрочить, чтобы спустить это напряжение, и не переживайте, волосы на ладошке не вырастут. Я проверял. И боженька не покарает, если бы он хотел, чтобы мы не дрочили, сделал бы руки короче. Сериал жанра драма, комедия, мелодрама. Ну, в первой серии я не нашел места ни для смеха, ни для улыбки, честно. Возможно, он дальше раскручивается в юмористическом плане, или кому-то было смешно со слова «гондурас». А то, с чем сталкивается главная героиня касательно ее сына и мужа, в этом как раз и разворачивается драма, с которой ей придется что-то делать. Да, я не буду рекомендовать его к просмотру, а если знакомые друзья меня спросят: слушай, слышал про сериал «Клиника счастья», что думаешь, советуешь? Я скажу: смотреть не надо. Вот, ну, либо максимум это посмотрите первую серию и опритесь на свои ощущения от просмотра, потому что он, не могу сказать, что он вырвиглазно ужасен, да? А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, если вам понравился этот отзыв. Пишите свое мнение по поводу ролика или самого сериала. Спасибо за просмотр. Пока.